Республиканский госпиталь ветеранов боевых действий получит деньги на капремонт. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по делам ветеранов при главе Коми. Госпиталь работает с 1997 года, оказывает медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, чернобыльцам, членам семей погибших. Лечение и реабилитация проводятся в условиях стационара и в отделении дневного пребывания. Общественники обозначили ряд проблем, с которыми сейчас сталкивается госпиталь. Это недостаток материально-технической базы, ремонт кровли, приобретение медицинского оборудования, создание условий доступности для маломобильной категории граждан. Основной вопрос – это, конечно, выверить положение, навести порядок в материально-техническом содержании госпиталя, медицинском обеспечении, в первую очередь оборудования, и кадровое. Вот кадровое для меня, например, сегодня не менее важно, может быть, даже более актуально и важно, нежели там ремонт и медоборудование. Я всегда говорю, что почему у нас система, иногда президент говорит, ну как же так, деньги же выделили. А почему нет результата? Ну нет результата, потому что некому этот результат достичь. Врача нет, медсестры нет, фельдшера нет. Поэтому кто этот результат-то достигнет? Мертвое железо, пусть оно хоть какое хорошее, оно же само по себе не может диагностировать. Поэтому кадры в этом отношении, никто ничего там нового не выдумал, да, они действительно решают очень много и очень самое главное. Поэтому давайте кадровый вопрос разберемся, почему. Также выйдем, как вот мы рекрутируем, да, там, набираем в ФАПы, в участковые больницы, также выйдем в наш, в первую очередь, и в колледжи наши, и в наш факультет медицинский, и проговорим с выпускниками, почему не идут-то. По итогам заседания поручено проработать вопросы по приобретению легкового автомобиля, выделения денежных средств на капитальный ремонт кровли и приобретение дополнительного медицинского оборудования. Также на базе госпиталя организовать стоматологическое лечение.